17,5 тысяч таксистов официально стали предпринимателями. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов. Доля вышедших из тени, по всей видимости, связана с запуском пилотного проекта по платформенной занятости, которая позволяет перевозчикам платить налоги и соцотчисления по сниженной ставке. Подробнее в материале Ануара Мангельдинова. С 1 сентября в стране вступили в силу поправки в налоговый кодекс. Они предусматривают снижение размеров ставок социальных платежей и налога до 4%. Помимо этого, операторы интернет-платформ признаются налоговыми агентами по удержанию и уплате налогов и социальных платежей. Всего будет 4%. Это соцотчисление 1%, индивидуальный подоходный налог 1%, пенсионные взносы 1% и социальное медицинское страхование 1%. На данный момент льготные ставки 4% используют 17,5 тысяч. На 1 сентября их было 14,5 тысяч. Получается, на 21% увеличилось. И это в данный момент только таксисты. Таксистов, правда, с Нового года может стать меньше. Министерство транспорта вводит запрет на регистрацию машин с правым рулем в агрегаторах такси. Тех же, кто уже успел авторизоваться, исключат. Инициировать ограничения решили после множества аварий с участием автомобилей с правым рулем, считают эксперты. Сложно сказать, поможет ли запрет. В чем-то поможет, то есть какие-то аварии не случатся. Но ведь самое главное здесь, что аварии происходили не по вине праворульной машины. Аварии происходили по вине водителя. То есть водитель не соблюдал правила дорожного движения, не рассчитывал свою скорость, не рассчитывал скорость встречного потока, не рассчитывал свой маневр. А обгон — это сложный маневр, особенно на трассе на большую скорость. Большое возмущение новость вызвала среди таксистов с праворульным авто. Они считают, что причина всех аварий не расположение руля, а многие другие проблемы, которые правительство игнорирует. 90% аварий происходят из-за плохой дороги. Даже на платных участках покрытие с погрешностями. Хотя сколько денег идет в казну. Уж лучше бы они не запреты нам ставили, а следили за качеством дорог. А зимой вовремя обслуживали трассы. Не даем им возможности, то есть покупать новые машины хорошие, да, то есть и закон о запрете праворульных машин таксовать, да, то есть, мне кажется, это не совсем корректно. То, что есть правый руль, да. Неправильно лишать возможности таксовать автовладельцев праворульных машин. Мы ведь ни у кого денег не просим, не воруем, а зарабатываем как можем. Моя семья за счет этого живет. У остальных также. Есть кредиты и прочие финансовые расходы. Думаю, надо отменить запрет. Запрет на извоз коснется и так называемых перекидышей. Это те авто, у которых руль переустановили с правой стороны на левую. Сейчас агрегаторы будут проводить ревизию и выявлять такие машины. По мнению экспертов, в целом ограничение никак сильно не повлияет на стоимость такси, так как доля праворульных не столь велика, говорят они. Ануар Мангельдинов, Влад Шишко, Информбюро.